Религиозная ситуация в Южном Дагестане крайне сложная. Причем эта обстановка продолжает ухудшаться в силу вмешательства различных стран, различных религиозных организаций нетрадиционного толка. Давайте сперва проясним, что такое организации традиционного толка. Да? Почему-то имеет в виду именно суфийские направления. Нет, потому что салафизм, он тоже исконно был представлен в этом регионе, поскольку все религиозные направления в Россию так или иначе хлынули именно от Дербента, и это исторический факт, который не нужно доказывать. Но сегодня сложилась такая картина, что молодежь требует перемен. Молодежь требует обновленчества в части возврата к первоисточнику. И она хочет этого. Если мы будем препятствовать, она найдет иные пути реализации этих идей. Поднятие флага сепаратизма, то, что сейчас назревает в регионе, она не пойдет на пользу ни нам, ни конкретно самому Дагестану как субъекту федерации, ни соседним государствам, потому что эта волна обязательно хлынет и в Закавказье. Темпы развития радикальных настроений сегодня в соседнем Азербайджане ничуть не меньше, чем у нас. Просто должная информационная подпитка со стороны государственных структур, она создает ситуацию такой, скажем, при которой сдерживается, да, и потом государственные конфессиональные отношения более развиты, чем у нас. Надо все-таки сегодня не умалчивать и говорить о такой проблематике, как коррупция в религиозной среде, масштабы которых тоже ужасают. Оно сегодня проявляется в самых разных формах. Это не только финансовые взаимоотношения. Это раз. И потом, что сегодня представляет собой регион? Дагестан, он ведь флагман в этом деле. Дагестан сегодня по числу мечетей уже за 3000 единиц шагнул. Такого показателя нет нигде в мире. Дагестан сегодня является единственным субъектом, который абсолютно лидирует в части спортзалов. Более 5000. Такого нет нигде. Это все показывает, что молодежь сегодня совсем другая. Она считает стимулом своим и указанием в жизни своей заниматься спортом, проповедовать намаз, ислам. И в этом ничего плохого мы не видим. Если мы... Другое дело развитие образовательного религиозного сектора. Это сегодня находится, к сожалению, надо признать, в таком печальном состоянии. Профессиональный уровень и проповедь имамов Южного Дагестана на сегодняшний день не отвечает духу времени и не отвечает потребностям региона. Но у нас есть другие показатели. Возврат тех студентов, которые, скажем, на волне 2000-х годов в массовом порядке хлынули в арабские страны, в Малайзию, Индонезию, Турцию. Они сегодня могут составить идейную конкуренцию в случае возврата, разумеется, на родину, действующей сложившейся системе. Теперь, надо еще заметить, что идет своего рода религиозная конкуренция школ, скажем, мединское направление, скажем, религиозные вузы Сирии, Абу-Нур, Египта, Аль-Асхара, они сегодня друг с другом, они взаимодействуют, конечно, они составляют единый пласт, это декларирование основных идей Корана и Сунны, но в то же время они в части организации работы в пастве, в части прихода сторонников того или иного религиозного направления к руководству общинами показывает свою динамику. И она довольно-таки мощная, она интегрированная в мировой ислам. Сегодня представить Южный Дагестан отдельным куском, обведенным проволокой, невозможно. Теперь, что касается проволоки. К большому сожалению, сегодня процессы милитаризации
военизированные составляющие региона, они тоже показывают нехорошую динамику в части возврата. Возврата, скажем, к той позиции, которая была в 1999 году. Очень много вооружения в регионе, очень много конкурирующих военизированных групп, очень много радикальных джаматов, очень много подразделений Министерства обороны, очень много подразделений Министерства внутренних дел, ФСБ, Минюста. Каждый имеет свои силовые какие-то структуры, и они сегодня все там представлены. И никто не знает, что они там делают. Вот в чем проблема. Нету должной информационной поддержки тех решений и программ, которые сегодня Министерство обороны в рамках тех или иных проектов принимает. Они на достаточно компетентном профессиональном уровне не доводятся до простого обывателя. А простой обыватель, он испытывает страх при виде людей в военной форме. Но тем не менее, даже при всех деструктивных моментах, которые сегодня присутствуют в Южном Дагестане, именно этот регион сегодня остается образцом толерантности и веротерпимости. И этот именно регион, где представлены все религиозные направления, где по-настоящему идет дават. В то же время надо отметить, что есть показатели роста и в других, более радикальных проявлениях религиозных. Мнение специалистов и экспертов все же складывается к тому, что надо развивать религиозное просвещение, надо развивать религиозное образование, надо стимулировать это, потому что молодежь, та, которая сегодня представлена там, она все-таки разговаривает чужими идеями. То есть человек рассуждает о Коране и Сунне с разговора другого человека, который якобы более начитан и советует. То есть при этом взять самому прочитать, пока наша молодежь к этому не подготовлена. И в этом плане вот никакой работы не ведется. Потом, образование, оно требует вмешательства со стороны общественных организаций, потому что оно должно быть под контролем. Если же только государство этим будет заниматься, там обязательно будет какой-то сбой. Но в то же время под контролем государства эти процессы, естественно, должны находиться. Студенты сегодня должны быть, родители студентов должны быть уверены в том, что их чадо, выезжая в какую-то исламскую республику, обучается именно государством аккредитованной учебной сфере, будет достаточно компетентным специалистом в части Корана и религиозного контента, и по возвращении будет работать на благо всего общества.